Здесь все как на настоящей улице города. Дорожная разметка, знаки, светофоры, железнодорожный переезд, будка для постового и даже заправка для машин. Причем все автоматизировано. Мы будем детей готовить именно знанию правил дорожного движения, моделировать ситуации, ловушки, которые встречаются ежедневно при движении в школу и обратно домой. Также эти ситуации будут моделироваться и с участием как на автомобилях, на маленьких, да, также и на велосипедах, где также детям будет все разъяснено и показано, как необходимо правильно делать, и рассматриваться все ошибки, моделироваться типичные ошибки, которые, к сожалению, происходят ежедневно с участием наших детей. Здесь правила дорожного движения могут изучать не только пешеходы, но и водители. Не случайно в комплекс входит и транспорт. Но на автомобиль можно будет сесть только сдав теорию. Ее знания будут проверять в отдельном классе с электрифицированными стендами и проектором с экраном. Здесь даже парты обучают правилам движения. А на тренажере, имитирующем виртуальную реальность, особенные дети могут научиться ездить на велосипеде и даже водить автомобиль. Ну а эта магнитная доска позволит детям самим создавать различные дорожные ситуации. Предупреждающий знак. Предупреждает о чем? Осторожные дети. Вот ты, когда вот идешь по дороге, ты смотришь на все знаки? Обязательно. Без этого никак нельзя. Осмотрев первый в Коми уникальный комплекс, глава Коми отметил, если бы во времена его детства были такие площадки, он со сверстниками ответственней относились бы к жизни и тем, кто находится рядом. Дорогие ребята, мы, конечно, этим самым хотим, чтобы вы более ответственно относились к тем правилам, которые написаны исключительно для безопасности поведения себя на дорогах, при прохождении этих дорог, при участии в тех самых мероприятиях, которые являются непосредственно жизнеобеспечивающими. И, конечно же, все те, кто будут с вами теперь находиться рядом, я уверен, вы сможете им подсказать, помочь и даже стать их проводником. Не случайно такой комплекс открыли на базе школы-интерната номер 3. Во-первых, здесь есть все условия для этого. Кроме того, местные воспитанники активно участвуют во всем, что касается безопасности дорожного движения. Занимают призовые места на региональных и федеральных конкурсах рисунков. К тому же руководство учреждения теперь будет меньше опасаться за старших ребят. После 18 лет наши детки самостоятельно ходят в вечернюю школу, ходят у нас в ЦБТ, так как у нас организовано сетевое взаимодействие. И как раз это им еще поможет в рамках, так как это больше выходные мероприятия, как раз направить их, еще им поможет именно практическая часть, потому что будет больше связано уже с транспортным, да, там, средством автомобильным, там те же велосипедисты и мототехника, как раз им еще поможет больше быть и соблюдать все правила дорожного движения при выходе в какое-либо учреждение или организацию. Виталий Орловский подчеркнул, ноу-хау не только для их школы-интерната. Они намерены сотрудничать с гимназиями и школами других муниципалитетов республики. К тому же здесь можно проводить различные соревнования, посвященные безопасности дорожного движения. Ольга Коняева, Елена Коннова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.